Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Конечно, обводки. Смелее берите игру на себя в зоне атаки. Рискуйте, не бойтесь ошибки. Суровый Антон Саранцев, озадаченный Юра Елитов. С хитрым прищуром Павел Сергеевич, напряженный Эмиль Акзамов. Беспечны разве что близняшки. Команда понимает, что главный бой впереди. Уфа обыграл Ростов, Зенит, Спартак. Что останется от реального футбола, от любителей, которых собрали со всей республики? У них в распоряжении было всего 2 месяца на то, чтобы стать командой. Тренировки дважды в неделю, а потом снова на передовую. Одни за студенческую парту, другие на пасеку, третьи обратно домой в Давлеканово, Туймазы или Хайбулинский район. Финиш близко. Становись, равняйся, смирно. Пойдем. Взрослые против детей. Реальный футбол или уличный красава? Днем учит, вечером играет. Учитель физкультуры из Благовещенского района даже из больницы приезжал на тренировки. Я очень рад участвовать в проекте «Реальный футбол». Это очередная возможность развиться как футболист и как человек, в принципе. И гонка для героев. Это я еще ноги не подключил. Испытания на воде, земле и в воздухе. Олеся! На минувшей неделе у ребят была одна тренировка, поэтому форму, откровенно говоря, немного растеряли. Может быть и хорошо, что сегодня соперники младше по возрасту. Имитация удара головой на каждый шаг. Справа и слева выпрыгиваем как можно выше. Отталкивайся. С одной. Восстанавливается после травмы Денис Сабуров из Стерлитамака. Разминается со всеми, но выйти на поле вряд ли получится. Основной состав практически без изменений. Вратарь Оскар Шангареев, защитники Марлен Абкаримов и Александр Трегубов, Максим Степанов, Вагис Еватов, Антон Саранцев. Юрий Елитов и Айдар Муртазин. В нападении Наиль Юлгильдин, Эмиль Акзамов, Руслан Зулкарнаев. Становись, равняйся, смирно. Пойдем. Первый раз судьей. Уличный красава. Наш привет. Не-не-не, так это стрёмно, ребят. Давайте. Команде напротив наш. Привет. Команде напротив физкульт. Привет. Они лучше сделали. Так, дальше что делать надо? Все, давайте. Пожмите друг другу руки и идите. Не все, зачем? Давай, разыгрывайте мяч уже. Мяч разыграйте. Иванов судья. Денис Витальевич, что? Да. Да ну нафиг, ё-моё. Ребята, у вас троих удалят сразу в первом тайме. Ну ясно. Орел, Решка, мяч ихний. Орел, решка. Орел ваш? Да. Наш мяч. Все красиво сделано. Дим, хорош. Все, давай, поехали, молодцы. В первом тайме ребята сыграли с командой «Уличный красава». Это юноши от 14 до 17 лет, участники всероссийского проекта. Кстати, его смысл в том, чтобы привлечь ребят с улицы, то есть тех, кто никогда не занимался в специализированных школах или академиях. Потеряли мяч, сразу на отбор. Поначалу игра складывается неплохо. Участники проекта «Реальный футбол» действуют практически как единый коллектив. А наш нынешний соперник команды «Уличного красавы» более чем в порядке. Видно, что ребята хорошо обучены. Это более старшее поколение пацанов. И здесь видно, что они занимаются с детства, что у них есть тренер, тренерская мысль, что грамотные кураторы. Вообще очень прикольно. И наши испытывают определенные проблемы. Игра сегодня гораздо сложнее, чем против давлекановской команды, чем против команды с болельщиками. И я не знаю, как закончится игра. Если будет ничья, это еще хороший результат для нас. Или я просто не верю в своих пацанов. Да ты вообще такой? Выиграем. У нас Еватов сегодня, конечно, рвет вообще всех. Дим, а это уточка на фарт? Это логотип нашей команды. Тимур, расскажите, как ваша команда выглядит? Лучше, чем могла бы? Лучше, чем могла бы ваша? Нет, лучше наша никто не выглядит. Ну, я тоже так думаю. А в целом как? А так, в целом, мне нравятся ребята в порядке, в том плане, что они тренировочный процесс буквально только начали. Ну, после межсезонки, пока у них был отпуск.
каникулы, все такое. У вас команда так и называется «Уличные красавы», Ну да? а здесь ребята играют, которые участвуют в акции «Уличные красавы». Мы сделали, как получается, на этот матч на товарищеский сделали сборную команду, в том плане, чтобы 16-17. Вот первый тайм 16-17, Да, а второй 16-17-летние, да, ребята играют. А И кто посильнее? 14-15. Я думаю, что выявит футбол. Вообще реалистам сложно играть с ребятами, все-таки дети. Хотя иногда дети играли очень жестко. Дети подготовлены, дети тренируются постоянно, много. А не то, что мы поменьше тренируемся. Тем более вместе, у них их состав сыгранный был, это было видно. Где-то они, может, неуверенно играли, боялись нас, потому что мы все-таки дядьки большие, внушительные. Вот. Пришлось с детишками поговорить где-то на поле, сказать, чтобы поаккуратнее играли, потому что все-таки дядек нужно уважать. С нами тоже так играли, когда мы в таком возрасте были, с мужчинами играли, но вот так воспитывается характер на поле-то. Так и надо играть. Они технически гораздо сильнее даже многих наших игроков, поэтому я бы не сказал, что они слабее. Ну, они должны были даже выигрывать нас, если бы мы побольше поиграли. Во втором тайме вышли ребята помладше. Воспитанники Раиля Масхиева. Это футболисты 2005-2006 года рождения. Для мальчишек, конечно, будет хорошая школа на таком стадионе поиграть с достойным соперником. Соперник достойный, вот первый тайм смотрите, Я как они? считаю, очень хороший уровень и той команды, и этой. Достаточно уверенные действия, такие слаженные, коллективные. Получается, определенная работа уже проводится с командой болельщиков, да, Уфы. И синенькие есть хорошие 2-3 мальчика, которые способны, в принципе, даже, я думаю, еще не потерян для большого футбола. Володь, умница! Все, уже, ребят, уже! Егор, здорово! Антон сегодня окружил себя красивыми женщинами. Ну, цветник. Девушка, вы давно капитан команды? Сегодня стала. Сегодня стала. Антон, слушай, сегодня произошло что-то вообще невообразимое. У тебя, говорит, дыхания не хватило. Да, да не бесконечно на форсажах бегать не получится, даже на легкой атлетике. Вы сегодня играете с пацанами, которые моложе вас и моложе тех, с кем вы играли до этого. Как с ними играть? Физика против них не проканает, поэтому надо именно командно играть. Поначалу начали отлично играть, распасовки, постоянно атаки были наши, но что-то пошло не так. Ну неплохо, молодцы! Возвращаемся лицом к мячу! Двигайся! Дремин, иди за спину! Дремин! За спину! Сегодня не пропустил. Замечательно, да. Мяч один раз потрогал. Мяч потрогал один раз. Это о чем говорит? О том, что наши здорово играли в обороне. В обороне отлично сыграли вообще. Просто претензий нет. А в нападении почему не получается? Нападение, да чего, не знаю, что не хватает. Хватило во втором тайме. Гол забил Вагис Еватов. Но даже выигрывая, реалисты нервничают. Особенно те, кто не проходит в основу. Кого боюсь? Сейчас теневой лидер раздевалки. Анастасия. Орел! Че грустно, Сам? Да что-то как-то. О России думаешь? О России, конечно. А о девчонках? Не, о девчонках не думаю. Надо об игре думать, забить не можем. Почему не можете? Вроде, слушай, ну, 14-15 лет парням. Да вот с этими пацанами как-то хочется помягче сыграть. Как они тоже вроде идут бороться, но все равно. Ну, какой-то тормоз есть, да? Ну да, есть все равно. С ними в полную силу не сыграешь. Ну, должно быть, конечно, попроще, но не знаю. Много моментов для ударов. Надо бить, но не бьем. Молодец. Ну давай. Жалко, что ты сегодня будешь исключен с проекта. Пока из проекта не исключили, но были все шансы. Для начала главному тренеру пришлось выгнать Усманова со скамейки запасных. Замечания по делу всегда идут, но сегодня было одно, я там вспылил на тренера, начал кричать. Я понял уже свою ошибку, так делать нельзя в любом случае. Ну просто мне с моей стороны показалось одно, а сам я сегодня перед игрой говорил, что со стороны виднее правда. Ну и мне парни сказали, что я был неправ, я подошел, извинился. Но замечания по делу, надо дорабатывать в каких-то моментах. Но по мнению тренерского штаба не доработала вся команда. Беспрецедентный случай. Евгений Николаевич продолжил тренировку после финального свистка. Старались, но не настолько были ответственны, как этого требует вообще игра в футбол.
Вы понимаете, что надо не на 100%, а на 101% всегда отдаваться игре. И поэтому какие-то мысли, которые вас посещают, увидели соперника, да, мальчишки, сейчас мы выйдем там, легко возьмем их и так далее. Надо уважать любого соперника. А уважать соперника — это значит, что? Играть в полную силу. То, что вы не доработали сегодня во время игры, мы доработаем сейчас, после игры. Вот. Значит, давайте разобьемся на четверки и от средней линии начнем выполнять беговую работу. Теперь будем выигрывать детей. Днем учит, вечером играет. Учитель физкультуры из Благовещенского района даже из больницы приезжал на тренировки. Я очень рад участвовать в проекте «Реальный футбол». Это очередная возможность развиться как футболист и как человек, в принципе. И гонка для героев. Это я еще ноги не подключил. Испытания на воде, земле и в воздухе. Олеся! Тишина, размеренность и плохие дороги. Это село Бедеево-Поляна в Благовещенском районе Башкортостана. Молодой человек, который спешит в единственную местную школу, участник проекта Ришат Галиахметов. Равняйсь. Смирно. Здравствуйте, ребята. Молодцы. Уроки Евгения Перевертайла не проходят даром. В школьном спортзале Бедеевой-Поляны Ришат Галиахметов главный тренер, а его слово не принято обсуждать. Молодой учитель на селе всегда фигура уважаемая. Ришата можно назвать потомственным педагогом. Раньше директором этой школы работала его мама. Меня взяли сюда как военрука. Я и сейчас являюсь тоже военруком. Потом часы освободились, начальные классы предложили взять. Но я взял, в принципе. Мне нравится работать с детьми, тем более с такими маленькими. И я тут вот от работы с ними получаю удовольствие. Обходим своего товарища. Возвращаемся, даем передачу. Как ты думаешь, принесет ли он пользу команде проекта «Реальный футбол»? Ну, думаю, да, принесет пользу достаточно огромную. Секция футбола – это то, чего так недоставало самому Ришату, когда он сам был мальчишкой. Теперь у школьников Бедеевой Поляны есть возможность регулярно ходить на тренировки. Футболом, можно сказать, занимался самостоятельно до 11 класса. Никаких кружков не было у нас. С друзьями в Уфу к родственникам ездил, играл. Футбольный кружок это появился, когда у меня своя собственная команда появилась, которая называется «Союз казаков России». Одновременно я, набрал маленьких ребят, чтобы дать им возможность поиграть в футбол. У меня, кстати, такой возможности у самого не было, а вот я стараюсь для них, у них такая возможность есть. Дороги в Бедеевой Поляны действительно не очень. Новый руководитель района обещает, что ситуация вскоре изменится. По кочкам и ухабам Ришат Галиахметов мчит домой на велосипеде. Ну вот это вот мой дом, я здесь живу с родителями, с бабушкой, с дедушкой. Вот. Сюда заходим. Здесь вот гараж у меня, баня, вот дом. Это собака, лорд. Он не очень рад незнакомым гостям. Вот. Здесь вот непосредственно огород, сарай. Из домашних животных вот дед держит кур и овец с бабушкой. Вот. И овец нету, сейчас они пасутся. Футбольные начинания Ришата поддерживает его друг, местный бизнесмен Александр Попцов. Он помогает материально содержать две команды – Благовещенскую «Казаки Поляны» и Уфимскую «Союз казаков России». 10 лет жил в Уфе, когда приехал сюда, увидел, что молодежь очень замкнутая, все сидят за компьютерами, мало общения между собой. И решили вложиться в небольшую команду, чтобы они играли в футбол. Со временем из деревенской команды вырос один из лучших в Уфе любительских коллективов – «Союз казаков России». Победными кубками уже заставлена вся комната. Скоро придется расширяться, ведь для новых места уже нет. О наградах Ришат может говорить долго, но есть тема, которую он старается избегать.
Ну, у меня вот последние недели тревожит немножечко глаз. Вот, но я лежал в больнице, вот выписался, сейчас здоровье на поправку идет. Если бы это мне мешало, я бы уже остановился раньше. Сейчас точно уже смысла нет останавливаться. Есть смысл продолжать борьбу. И не только на футбольном поле. Мы устроили участникам гонку героев. Вот уж где настоящая школа жизни. Здесь нет футбольного мяча и бутс на ногах. Но участники проекта «Реальный футбол» справляются со всеми препятствиями ничуть не хуже, чем бьют по воротам. Через грязь, холод и воду гонка героев – еще одна проверка на прочность. Оскар, как настоящий капитан, не бросил своих. Не все получалось у участников проекта. Пришлось сразу нырять в холодный канал. Это я еще ноги не подключил. А это излюбленная в гонке героев мясорубка из шин. В этом испытании весь инстаграмовский лоск исчезает на раз, два, три. Как это мерзко! Давай, Алиш, сержант Джей, помести! Как я низко впал! Давай. Так зарождался командный дух, который, похоже, не сломить даже футболистам Уфы. Давай сразу на плечо, как Ленин на субботнике. Вниз надо будет. Давай, быстрее! У настоящей команды была и самая настоящая группа поддержки. Семья Павла Панасюка сопровождает папу везде. В буквальном смысле слова. Сыновья Гордей и Мирон пробежали всю дистанцию, вот только поучаствовать в преодолении препятствий не разрешили. Мы хотели посмотреть, как папа бежит, хотели удовольствие получить. Он, правда, круто пробежал. Сравнение, он прям как Месси в футбол играет, но только пробежал. Вообще быстро. Очень помогала, мотивировала, поддерживала. То есть, когда бегут детишки рядом, смотрят на тебя и говорят: папа, давай, ты не можешь не дать. Рампы с канатами, подъем на стену, рукоходы, двойной баланс. Поначалу кажется легко, но уже к середине дистанции силы заканчиваются. Одним из самых сложных препятствий стала вышка. Участники после всех испытаний должны были прыгнуть в холодную воду. Не все справились с задачей, а тот, кто сумел побороть свой страх, стал немного чище. Олеся! У меня было 2 раза, я тонула. И сейчас преодолеть страх — это было самое важное в жизни, да, для того, чтобы знать, что ты можешь. Все, короче, это было круто, очень круто. Евгений Николаевич, специально для вас, ваш любимый, от нас подарок вам, суперсет. 10 прыжков, погнали! Все. А теперь 10 отжиманий. Давай. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спину сократим. Очень круто, что мы вот за месяц, пока тренируемся с ребятами, мы уже сплотились, и вот этот командный дух, который образовался, когда мы вместе тренируемся, он помог нам пройти эти препятствия все вместе, потому что на некоторых, сложных препятствиях, конечно, ребята очень сильно помогали. Все меньше времени остается до кульминации проекта. Обычным футболистам-любителям предстоит сыграть с футбольным клубом Уфа.
Почти 2 месяца ребята не только из столицы республики, из разных городов и районов Башкортостана приезжали на тренировки. Один из них — Руслан Зулкарнаев из Хайбулинского района. Если приглашают, вот среди мусульман турнира проходит, я еду и по волейболу. Куда пригласят, туда я поеду. Я с детства любым спортом увлекался. И баскетболом, и волейболом, и футболом. Сейчас выбрал футбол. Сейчас футбол более для меня я выбираю футбол. Руслан Зулкарнаев удивительный человек. Тренировки и плотный график работы, а он еще занимается своим делом, устанавливает натяжные потолки, не мешают вере. Молиться, совершать пост и другие возложенные на него, как на мусульманина, обязанности. У Руслана Зулкарнаева и в мыслях не было, что обычный мальчишка, так любивший играть в футбол во дворе с ребятами, вдруг однажды пробьется в основной состав команды, которая сыграет на главном стадионе Республики Башкортостан. Я взял, скинул им свою заявку, и все. Фотографии нам нужно было какие-то прилагать. Я все скинул, и спустя время, через 2 недели, наверное, они мне позвонили, пригласили на проект. И эти любители выйдут на поле против профессионалов. 10 октября в 19 часов на главный стадион республики.